В ходе видеоконференции стороны обсудили вопросы продвижения соглашения между Кыргызстаном и Россией о развитии системы налогового администрирования в Кыргызстане, а также первоочередные меры практической реализации проекта. Реализация национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. И второй проект – это модернизация налоговой системы путем внедрения современных цифровых технологий. Здесь российские партнеры предоставляют нам полностью на безвозмездной основе, оказывают техническую помощь, внедряют те информационные системы, те цифровые платформы, которые на сегодняшний день уже успешно работают в Российской Федерации, оказывают содействие в их адаптации. Если раньше граждане, чтобы заплатить налог, ездили в районные центры, то с внедрением новой системы можно будет это сделать через телефоны в 2 клика. В ГНС отметили, что просроченные налоговые платежи до конца года выплачены на 97%. Плюсы цифровизации налоговой службы. Налогоплательщики будут экономить свое время. Сбор документов будет проводиться в электронном формате. Сбор средств будет осуществляться быстро. Так как вся информация в базе, теневая экономика становится прозрачной. Из-за сложности документооборота 40% составляет теневая экономика. Цифровизация в этой сфере – единственный способ раскрыть и ввести точное количество каждого товара в базу данных. И когда у нас будет ясность в законах, и они будут исполняться, то автоматически уже коррупционные какие-то элементы будут потихоньку уходить. И тогда уровень теневой экономики будет резко снижаться. Часто в Кыргызстане, когда происходят коллизии между законами, да, или какие-то противоречия между ними, решения не принимаются. Для цифровизации налоговой системы в Кыргызстане российская сторона готова предоставить на безвозмездной основе все необходимое оборудование. Эксперты отмечают, что введение электронных систем в службе облегчит работу предпринимателей. Необходимую информацию они могут получить на сайте. Дастан Касканов, Бекджан Токтосунов, Алато 24.